Итак, дорогие наши радиоведущие, ой, дорогие наши зрители, все уже это называется в спешке чуть-чуть. Итак, ну что ж, всех приветствуем. Мы, портал Питер Татар, вас рады видеть, кто с нами. С нами наши уважаемые гости Айгуль Ханум Мирзаянова. Она согласилась стать нашей героиней сегодняшнего эфира, и мы как раз сегодня с ней пообщаемся, как все успевать, как быть в потоке и, соответственно, как быть гармоничной при этом. Так, ну что ж, а потом я вам расскажу, где я нахожусь. Айгуль Ханум, приветствуем вас! Катифа Ханум, приветствую тоже. Я вот смотрю, какой свет на мне. Сейчас я немножечко тоже, с вашего позволения, настроюсь. Нет, так, наверное, темно, Ага. да? Да, а вот так, Вот, наверное, светло. да, замечательно. Ой, какие у вас тоже интересные краски. Красный, алый. И вы сегодня очаровательны, как и, впрочем, всегда. Мы смотрим Благодарю за вас вашей... тоже. Благодарим. Мы смотрим за вашей лентой и удивляемся, восхищаемся, как вы все успеваете. Но для начала я хочу вас представить, потому что для нас это огромное событие, что вы с нами, что вы в прямом эфире, что вы согласились, нашли время в своем достаточно динамичном графике. И вы обладательница, единственная обладательница главной российской телевизионной премии ТЭФИ, журналист, телеведущая, пиарщик, можно еще так назвать, блогерша. И Единственная в вообще Татарстане. Единственная в единственная в Татарстане. А то Татарстане. коллеги смотрят, наверное, из Санкт-Петербурга тоже, например, да, и думают, вот ничего себе. Все себе, все себе. Ну, для нас, да, вы единственные, поэтому я тогда представила, да. Поэтому мне хотелось с вами эфир провести, потому что, когда я читала про вас, у вас есть дочка, и эта дочка, она, как вы говорите, говорит на чистом татарском языке. Это сейчас достаточно такой, пусть не подвиг, но это показатель вашей сопричастности, вашей позиции, вашего патриотизма и не равнодушия, а наоборот, вот этого всего порыва татарского. Поэтому я сегодня, как вы обратили внимание, совершенно в таком достаточно этническом, таком оригинальном месте. Я потом об этом расскажу, потому что сейчас самое главное это вы. И вот, собственно, Айгуль Мирзаянова, да, расскажите, пожалуйста, вот первое, вот как вы стали в телеведущей, как вы попали вот в эту достаточно стрессовую, серьезную, динамичную профессию, потому что и быть пиарщиком, быть проводником грандиозных событий, привозить великолепных людей, которые знамениты на весь мир. Вот как это случилось с вами? Пожалуйста, поделитесь этим. Благодарю, Катифа Ханум. Вы знаете, во-первых, я хочу поблагодарить за вот это очень какое-то красивое обращение, которое в моей жизни не случалось никогда. Вот представляете, я живу в Татарстане, и никто ко мне, да и вообще я не слышала, чтобы так кто-то друг к другу здесь обращался. Среди, что называется, коренных татар, да, Татарстана. Это настолько шикарно, это настолько изысканно, это настолько красиво, и вы знаете, совершенно по-другому начинаешь себя чувствовать. Вот будучи Айгуль Ханум, это же вообще все меняет. И поэтому, Катифа Ханум, моя вам благодарность, мой вам реверанс в вашу сторону. И также я хочу поблагодарить каналы Питер Татар. Я даже не знала, что есть такое сообщество мощное. Я не знала, что есть собственный канал. И вы, как профессиональный ведущий, профессиональный журналист, всегда делаете прямые эфиры с интересными людьми, среди которых есть и мои друзья, что очень приятно. Причем в разных сферах я знаю, что вы как раз-таки опрашиваете людей из разных сфер, и это интересно, показать вот этот срез, да, не знаю, татарской культуры, что ли, да, и я благодарна, что вдруг я попала тоже в когорту вот этих известных людей, которых вы опрашиваете, чье мнение в какой-то сфере интересно, и даже вот путь, и даже вы спрашиваете меня, как я попала на телевидение. На самом деле, да, сейчас я в других сферах совершенно, но я благодарна Всевышнему за то, что Всевышний вот взял меня за ручку и просто вел по этой жизни. И когда она
было достаточно жестко, Всевышний, знаете, да? Да, да. Есть такая поговорка, что-то причина твоего хорошего ускорения вперед есть хороший пинок взад. И вот таким вот образом, и убирает, и говорит, а дай-ка в другую сторону, там тоже интересно, потому что у человека гигантский потенциал. И вот таким образом жизнь моя началась сразу же, с 17 лет. Я поступила в Казанский университет, сама я родом из Башкирии, моя мама из Татарстана, папа из Башкирии, я татарка по национальности. Поэтому я вообще-то знаю жизнь в 2 республиках, если что, могу тоже рассказать, поделиться. Здорово. Вот. И в 17 лет я поступила в Казанский университет, 20 баллов из 20, и уже через год я работала на телевидении, и тогда появилось коммерческое так называемое телевидение. Я успела на Госканале поработать. Я не знаю, если тебе это по судьбе положено, тебя просто, я говорю, Всевышний выстилает тебе дорожку из роз. Потому что я опаздывала на первые, например, опаздывала на первый трек, на первые съемки, скажем так. Я, девочка-студентка, ну, никто звать никак. Меня ждут боссы телевидения местного, казанского, но это тоже, простите, был уровень, знаете, очень высокий на тот момент. И они меня ждут 1,5 часа, когда я соизволю, наконец, явиться. А девушки, я уж не помню сейчас, простите, пожалуйста, причину своего опоздания, и меня это так вообще шокировало, что, оказывается, вообще надо приходить вовремя. То есть я была как-то разбалансирована, видимо, очень сильно. И кто будет ждать вообще какого-то студента, согласитесь? Нет, все, пошел вон. Пошел вон, это место золотое. Тут такой конкурс на то, чтобы стать ведущим или стать журналистом, чтобы попасть на единственный в Татарстане канал телевизионный, единственный, на 5 миллионов человек. И там я поработала какое-то время, я уже там начала как стажер, и там уже не были розы, там были шипы, потому что когда ты учишься, разумеется, тебя учат, да? Красиво сказали, да, учат, да. Да. И после этого мой преподаватель, мне повезло, я поступила в КГУ, Казанский государственный университет, на факультет журналистики, социологии и психологии. И мой преподаватель участвовал в создании абсолютно нового коммерческого телевидения в Татарстане. Сейчас это всем известная телекомпания «Эфир», возможно, и в Санкт-Петербурге. Люди, работающие на телевидении, знают. Это монстр регионального рынка телевизионного, монстр. А за плечами у «Эфира» я даже сбилась со счету, сколько сейчас ТЭФИ. Возможно, 6, возможно, 5, пока ТЭФИ не прикрыли как таковой, да? И я горда тем, что единственная статуэтка ведущему в Татарстане за все это время, а прошло с тех пор очень много лет, единственная статуэтка, награда как лучшему ведущему досталась мне, я горжусь этим. У меня был момент отрицания прошлого, а сейчас я хочу сказать, ничего не случайно. Случайно награды высокие получить невозможно. Поэтому я отдаю дань благодарности своему прошлому, всем людям, которые в любом случае способствовали тому, чтобы ты двигался вперед, хоть пинком, хоть за ручку. И все. И я пришла на телевидение, и, конечно, я была никем звать никак, и я начала свой путь с репортера, обыкновенного репортера, но меня тут же посадили в кадр, видимо, мой преподаватель, я же говорю, он что-то разглядел во мне, тут же посадили в кадр, 17 лет человеку. Я уже телеведущий, я уже веду новости. Вы представляете? У меня одежды-то не было, кроме свитера, вообще. Мама пиджачок стащила, вот плечи большие. Вот. Ой, я вижу, сейчас немножко зависла я у вас, да? Да. Ага. Ну ничего, это как раз некий такой, да, экстрим. Так, отлично, на связи, да. Айгуль Ханум, а у вас есть рядышком вот такие вот, может быть, наушнички или что-нибудь, чтобы нам звук тоже, или все-таки в таком режиме? Покину вас, что ли? Алло. Вы меня слышите? Все. Вот сейчас слышим, да. Ага, хорошо. Ага. Наушники в другой комнате. Это будет долго сейчас ходить. Ну тогда, да, давайте так тоже замечательно. Ага, что-то все-таки с интернетом. Дорогие уважаемые зрители, бывают такие ситуации. Ждем. Такое стремительное повествование было. Интересно так.
Так, ага, Игорь Ханум. Мгм. Слышно меня? Мгм. Слышь, не слышно? А вы нас не... Ага. Так, ну что ж, в итоге есть такой момент, чтобы Ну, что-то попасть. прерывается Да, ага, так, вы у с нас, нами? кстати говоря. Да, ага, так. Так, я вас не слышу, звук не слышу. Мгм. Зато на вас шикарно любоваться, на ваше лицо. Но я вас не слышу, Айгуль Ханум. Я думаю, что наши зрители тоже не слышат. Будьте любезны, кому не сложно, дайте хабар. Слышите вы Айгуль Ханум? А вы меня тоже не слышите? Так. Мгм. Каждый раз, как в первый класс у нас с этим Инстаграмом. Так. Мгм. Итак. Так. Все, как раз нам подсказывает, что... Мгм. Мгм. Игорь Ханом не слышно было. Мгм. Все, да? Все, Слава теперь богу. да, да. Техника есть Ну что же, техника. Слушайте, Катифа, сегодня да, же да. ретроградный Меркурий встал в свои права. Я знаю, что вы не особо, вы, может быть, верите в это, но Меркурий это все равно. Понимаешь, он ретроградный, он встал, поэтому какие-то планы могут сегодня рушиться. И, кстати, вот всем совет сейчас, да, все, что бы ни происходило, как бы ваши планы не были перекорежены, просто сказать: Аллах шакр, живо-здорово, все нормально, Да, да, да. все получится. Вот просто принять. Альхамдулилlah. И даже не то, что принять, простить, отпустить. Принять, поблагодарить, сказать: да, все, зашибись, вообще все отлично. Здорово, Игорь Ханом. Ой, так Пока бывает. сюда ехал, тоже переживал какие-то моменты, вот эти экстренные, вы такие, все хорошо, все хорошо. Я думаю, как вы замечательно с гостем, все в понимании. Итак, вы сказали, что вы вот в пиджаке, у которого там какие-то плечи огромные, невероятные, вот единственный, кто-то вам со своего плеча дал, видимо, счастливый пиджак, и вот вы его... Мама, Ага. Мама, мама матушка, дала да. мне этот пиджак. Ага, ага. И вот я пришла, я хочу рассказать, я пришла, и со мной еще 5-6 таких же, я не знаю, надо ли об этом рассказывать, просто приятно вспомнить. 5-6 совершенно дерзких, самоуверенных, молодых человек, Ага. журналиста с улицы, Мгм. наглые, красивые, голос народа просто. Я самая, может, молоденькая там была тогда на тот момент, как ведущая. Мгм. Я хочу сказать, Ага. что все были очень амбициозные и дерзкие, и, Мгм. конечно же, это таки такой была я. И я Ага. полгода находилась в списках на самом последнем месте по рейтингу. Полгода. Но пришлось И просто... что же произошло? Как так вдруг раз на первое место? Труд? Вот, безусловно, труд, потому что я даже не успевала Труд. учиться. Я была тогда на втором или первом курсе, на втором курсе журфака. Ага, Я не ага. успевала даже учиться, но, по-моему, знаете, есть такой элемент. Ой, все очень классные, все очень классные. Но ты либо ставишь цель и берешь ее, да? Ага. И при этом есть еще второй момент, что ты от этого получаешь не судороги по поводу того, что ты на последнем месте, а просто фан, удовольствие, наслаждение, что ты занимаешься этой работой. Просто Мгм. делаешь, жмешь в эту точку, жмешь в эту точку, жмешь в эту точку. И, наконец, количество перерастает в качество. Качество. Количество. Ага. Нет вообще больше никаких фантазий на тему, как достигнуть успеха. Знаете, есть какое-то правило, по-моему, 10 тысяч шагов. 10 тысяч раз сделай это, и ты будешь профи в любом деле. У меня было поменьше, получается, эфиров, но вот каким-то образом получилось, что... конечно же, да, если это твой путь, если Мгм. это то,
чем тебе суждено заниматься, будут открываться все двери. Это мой, знаете, это мой вообще даже какая-то наблюдение сейчас с высоты прожитых лет, да. Я сейчас смотрю просто, насколько просто, без усилий получаются определенные вещи. Это не значит, что ты не должен вообще работать в этой сфере, да, а должен сидеть на диване и такой, вот, упала, само попало и так далее. Ну, нет, конечно, фантазия настолько у меня развивается. Но я сейчас смотрю, насколько просто с людьми получается, насколько просто мы контактируем, насколько открываются двери. И это главный критерий, маркер того, идете ли вы своим путем, на своем пути ли вы стоите. Вот он, это называется самый главный элемент распознания, там ли я или не там. А вот момент, как раз мы затронули вот эту дерзость, а зависть. Вот, ну, все-таки там же начинают локтями, активно, неактивно. Вот этот момент, вот представляете, вот у вас есть, а у кого-то, кто рядом, этого нет. Вот ощущали ли вы эту зависть? И вот что это вот, как вот с этой ситуацией быть? Да, Фахану, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, если ты видишь зависть в другом человеке, не вы имеется в виду вообще. Ну, понятно, да. Что ты видишь зависть в другом человеке, что ты видишь жадность в другом человеке, что ты видишь агрессию и гнев в другом человеке, то есть однозначно есть момент в тебе самом. Мы работаем как приемопередатчик. Понимаете? Это значит, что-то нарушено. Это значит, что зависть, колоссальная зависть есть в тебе. Поэтому я не смотрю на других людей. Я не помню, смотрела ли я на этих других людей. Хотя не скажу, что я святая, возможно, и во мне тоже зависть была. Я просто сейчас этого не помню. Мне всегда, на самом деле, все равно. Вообще, на ту тему, что обо мне и как обо мне думают окружающие. Я просто, у меня есть один только маркер, нравится мне это или нет. Все. Вау, вот оно. Как у всех, наверное, как у самый жесткий счет у нас всегда по отношению к самим себе, да? И я помню, поскольку я такой перфекционист, я помню свои... ну, как это сказать, свои страшные мучения на тему, что я что-то сделала не на 100%, а на 70%, да, процентов. Вот. Это ужасно. Быть перфекционистом – это ужасно. Просто получать удовольствие – это прекрасно. А если ты начинаешь насиловать себя, насиловать начинаешь всю команду, а я же работала не одна, простите, а работала в команде, то вот это, я называю его несколько мужским путем. Вот я его называю это мужской путь поведения. Да? Достигаторство, достижение, настройка на цели. И когда ты настроен на цель, то ты теряешь аромат, ты теряешь вкус того, что ты делаешь. Процесс, да? От процесса, да, получается? Большая, да? Ты наслаждаешься, или пельмешки лепить всей семьей, ты же наслаждаешься самим процессом. Конечно, получится хороший продукт. А если ты в судороге, давай, гости скоро приедут, оно редко получается, потому что ты нацелен на процесс. Ой, нацелен на результат. На результат, да. Нацеленность на процесс, на мой взгляд, это палочка-выручалочка, это вообще, это второй основной маркер. Видите, да, у нас уже формула такая потихонечку вырисовывается. Не потихонечку, поскольку я очень много лет занимаюсь духовными практиками, я просто начала отслеживать свое поведение. У меня очень осознанный подход ко всему, что я делаю. Потому что девушка я была суровой, несмотря на то, что вот сейчас я такая предстала перед вами, да, Да, есть такое, да, любуемся. Да. Вот прям ощущение, да, вот этой циркуляции, такого ощущения танца, такого внутренней радости, это вот, это поточное состояние от вас, оно прям, знаете, вот даже через вот эти расстояния, через онлайн, я это ощущаю, это великолепно, это ощущение замечаю, как будто под водопадом. Благодарю. И я хочу сказать, что вот эти вот практики, они меня очень спасли, потому что в самом начале своего жизненного пути я вела себя по абсолютно мужскому, я уже говорила, да, мужскому сценарию. И, конечно же, вы знаете, когда ты начинаешь на этом рынке конкурировать с мужчинами, вплоть до одежды, то есть я носила брючные костюмы, я носила там короткие стрижки, я вела себя абсолютно как мужчина.
При этом у меня была внешность, знаете, такой достаточно симпатичный татарский, Контраст да? такой, да, да. Мир не ведет себя вообще-то никогда. Это бурлило, оно выходило, и я была достаточно жестким руководителем. Дело в том, что я уже в свои 23-21 год, я на этом телеканале, я уже была руководителем. Я не была просто говорящей головой никогда. Я была журналистом, которому ну, присылали, знаете, такие, как это сказать, пугающие сообщения. Вау, да вы что? Да, и до сих пор я знаю, что я в своей жизни была очень честным журналистом, честным, понимаете? А это не всегда всем нравится. За что, конечно, мне тоже доставалось, но я считаю, я прошла шикарный путь. Пока до моей головы не дошло, что через насилие это вообще не работает. Да, ты достигаешь определенного результатов, рейтинга, но когда ты оборачиваешься назад, ты видишь выжженное поле. Ты видишь глаза людей, которые страдали от общения с тобой. Ты видишь глаза своего супруга, который вообще не понимает, он кто здесь, он мужчина в этой связке или кто вообще? Понимаете? Когда мы, женщины, становимся мужиками, человек рядом с нами становится кем? Не буду говорить, да? Да, да, То есть мы можем через банкротство и так далее, и так далее. Потому что, извините, в паре, если вы в паре, я сейчас на пару перешла, а я просто замуж вышла примерно одновременно, как пришла на работу на телевидении. Все совпало, да. Все развивалось одновременно. Вот, и мой муж пережил сильнейшее банкротство в своей жизни. Он тоже проходил жизненные уроки. Но один из них это был в том, что он выбрал вот такую девушку, которая была командир. Это шикарно, когда ты работаешь в эфире, потому что обратная сторона командирства – это умение быстро реагировать на что-либо. Оперативность, да? Реакция очень быстрая, моментальная. В прямом эфире только так и надо. Или у тебя нет новых, ну вы сами знаете, вы же работаете. Конечно, да. Мне кажется, из телевизионщиков, которые выходят в прямой эфир, из них получатся хорошие снайперы, потому что у них реакция просто... Не, ну мы будем созидать, да, в этом плане. Только если с цветами там, да, цветы отправлять. Улыбки, снайпер улыбок. А вот такой момент... Да. Айгуль Ханым, а вот такой вот момент, как пока я вас слушала, а что для вас справедливость? Потому что вот честность, да, и вот эта справедливость, вот эти весы, когда у вас приходит к вам материал, ну, по крайней мере, ранее, да, и вот у вас чаша весов, что делать, да, вот как вот, ну, не то, что казнить, миловать, вот как дать вот этой ситуации, раскрыть ее, да, правду эту дать, вот насколько вот в этой ситуации вы себя вот... соразмеряли и в какую сторону потом себя направляли, и в результате что получалось, вот, и что есть справедливость для вас. Вот эта тема очень мощная, интересная. Катифа Ханум, я благодарю за этот вопрос, потому что это самый главный вопрос в жизни на самом деле. Ну, вообще их полно, но это тоже очень важный вопрос. Я хочу сказать, я не хочу сейчас говорить о прошлом. Я хочу сейчас сказать из нынешнего состояния. Я сейчас не помню, как я думала тогда. Вообще, зачем это? Это сейчас даже не интересно. Потому что у меня ощущение, что сейчас что-то у меня пробудилось, понимаете, здесь. Вот здесь пробудилось. Всего, да? Я стала по-другому, у меня другой образ мышления, у меня другой образ эмоций, у меня другой образ чувствования этого мира. Для меня этот мир не враждебен. Вы понимаете? Вот для того, чтобы прийти сейчас к этому моменту, что мир дружелюбен, что мир всегда за тебя, что за тобой всегда Бог, что ты сам и есть Бог. Я прошла достаточно длительный путь, когда меня Господь, я благодарю Всевышнего, когда меня Господь, ну, очень часто, да, как раз мы про пинок взад договорились с вами, да, очень часто... Да, волшебный пендель. Жестко это делал, чтобы я поняла, что такое справедливость. Да, потому что когда ты сидишь в ситуации, когда ты показываешь всем одно вот такое вот такую цензуру еще сделаю, да, вот такой вот жест, когда ты говоришь все плохие, а я хороший, и жизнь меня так наказала, вот мы не понимаем одной в этот момент вещи, что когда кажется, что жизнь нас наказала, на самом деле это Господь очень любит нас. Он любовно настолько к нам относится, что он пытается повернуть нашу голову уже в сторону себя,
чтобы мы наконец увидели, да, в чем мы пребываем, какие мы претензии высказываем людям, в каких претензиях мы находимся к миру, в каких претензиях мы к Богу находимся, потому что все вокруг нас, все нас, вокруг нас создает Бог для того, чтобы мы росли, для того, чтобы мы научились любить, для того, чтобы мы в этот мир не несли истерику по поводу несправедливо все вокруг, да, все козлы, а я в белом, да, не вот это вот, не вот с этим состоянием жили, а чтобы мы сюда, в этот мир, несли любовь, несли радость, несли наслаждение, несли свет, не насилие, а свет. И это не значит, что я сейчас, как Иисус Христос, всех прощаю, хотя, вы знаете, с одной стороны, а мне раньше это казалось очень диким, да? А сейчас, вы знаете, очень легко жить, когда ты не в претензиях вообще не. Но это началось, вот это ощущение того, что все справедливо, началось только после одной вещи, когда ты перестал предъявлять претензии самому себе. Когда ты Вот к он. себе начал относиться с большой любовью и бережностью. Да, у тебя есть теневые стороны. Да, вот я была такой командир. Да, вот я была жестким человеком. Да, я проходила свой путь, свой урок. Да, я не могла поступить иначе, потому что не знала, как. У меня что, были другие программы поведения? Что Да, шаблоны, да. Когда я выросла в семье, где жесткая мама, предположим, да? У нас что, есть выбор, что ли, с вами, по большому счету, тогда, в той ситуации? Да. И Конечно. когда я вдруг это увидела, я просто вот, вы знаете, банальные вещи сейчас скажу, но я прочувствовала это до самых корней своих. Я просто простила себя за все, за все. Я просила прощения у людей, всегда есть за что просить прощения. И я просила прощения у себя самой. Вы понимаете, нету, я вас удивлю сейчас, нет справедливости, есть только всегда во всем воля Бога и справедливость. Когда мы это начинаем понимать, вот это, что все предопределено, все для того, чтобы мы росли, все для того, чтобы мы увидели свои нюансы, да? Все для того, чтобы мы увидели, как мы реагируем на ситуацию, что в нас кипит. Может, в нас кипит какашка, простите, пожалуйста, товарищи, такое выражение. Подождите, а вот... Айгуль Ханым, да, я поняла. А вот, например, вот есть же ветки, да, чуть-чуть нырнем, вот ветки реальности, они же бывают, да, и вот, все, да, во имя эволюции, и все не просто так, все не случайно. Но вот «Господин Никто», вот есть же, да, такой фильм, и вот, по сути, будем так говорить, если мы выбираем определенную ветку, да, событий, и как она начинает вокруг... Ой, опять у нас, да, эфир. Очень интересный момент. Да, слышно меня? Здесь же вот причинно-следственный момент, и даже, например, воспитание. Вот вы дочку как воспитываете? Вот пряник и и не пряник, чак-чак, и только чак-чак. Вот как это происходит? Потому что же одна ситуация, она как цепочка, да, паровозик, другую за собой ситуацию разворачивает, активизирует. Вот ваш опыт, вот как вы сейчас уже в своей жизни подходите и к воспитанию, и к общению со своей дочкой, со своей семьей, вот эти моменты. Вот раскройте тоже ваше открытие, ваше осознание. Связь все-таки. Так. Выпрыгнула Айгуль Ханым. Ну что ж, такое тоже бывает. Посмотрим. Может быть, как раз сейчас присоединиться. Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Но вот прямой эфир, да, вот так. Динамика у нас. Прыгаем, прыг-скок. Так, ожидание нашей гости. Вот, собственно, еще погода у нас. Например, в Санкт-Петербурге разыгралась гроза, дождь пошел. Погодные ситуации тоже проявляют свой характер. Свои разные настроения. Да. Слышь? Я не да. слышала вопрос. Что-то было про дочку, но... Да, вопрос такой был, да, что вы
Вот, например, вы сказали, что в жизни в своей были и в качестве такого генерала, вот, да, вот командира, да, который... А как вы дочку воспитываете в татарских традициях? Или вот был какой-то период, когда и дочка тоже, она только чак-чак, или кроме чак-чака еще от мамы, как говорится, волшебный вот такой вот был пендель? Потому что меня, например, очень строго воспитывала мама, и есть какие-то результаты, которые дали эту строгость вот в сегодняшнем дне. Вот ваше мнение, как нужно девочку, дочку воспитывать? Любить. Любить. Вот так вот, Айгуль Ханум. Знаете, прям вот напрямую любить. Любить. Она вам в ответ, ну, что-то дерзкое, да, или какую-то, может быть, грубость. Это очень сильно задевает, как близкие люди это делают. Да, да. Но поможет в ответ. Если вы в ответ будете насилие проявлять, все, ну, считай, вы потеряете просто человека. Вы потеряете человека или приобретете, ну, настолько подавленную личность, которая в своей жизни не сможет вообще ни в чем реализоваться. И причиной будете вы. Как это было возможно в вашей семье. Я сейчас ни о ком плохо говорить не хочу. Я говорю, как это было, например, у меня. И я тоже прошла через вот такие жернова, когда в моей семье не принято было говорить о любви, не принято было обнимать, не принято было девочку ласкать, не принято было говорить «я тебя люблю», «какая же ты у меня красивая». У меня говорили родители на зло, кем ты станешь. И я на зло становилась, наверное, вставала, говорила «я ведущая». И так далее. Все нами движут наши психотравмы. И я не хочу стать причиной этих травм для своей дочери. Я для своей дочери, я могу высказать свое мнение по какому-то поводу. Предположим, не надо много людей к нам домой водить. Я вот не очень, например, люблю, когда дома находится много человек. Так я устроена. Я люблю вот в своей, ну, как бы вот, я здесь могу вообще ходить даже, в какой-то легкой одежде, да, или вообще, может быть, без сил. Мне не надо, чтобы кто-то здесь присутствовал, чья-то энергия. Я к энергиям очень трепетно отношусь, да. И я вот это высказываю Алисе. Алисе это, например, Алиса, моя дочка, 16 лет, вы представляете. Да, Алиса да. мне высказывает в ответ и достаточно резко, да, и я начинаю уходить в обиды, что меня не понимают. У меня поднимаются обиды, что меня не понимают, меня не любят, не ценят. Потом, наконец, хлоп, да, и раз уж я осознанный человек, через минут 5-10 я могу вернуться в нормальное состояние. Я с ней не ругаюсь, я просто ухожу думать. Ну, не думать, а чувствовать вообще. Почему так? И я понимаю, что корень того, что я сейчас ей, знаете, как это жестко высказываю, да, что ей делать, что не делать, корень этого только в том, что я ей не доверяю. Я своему ребенку абсолютно не доверяю. Неужели мой ребенок, кровь от крови моей, плоть от плоти моей, умнее меня в 100 раз, красивее меня в 100 раз, да? Понимаете, талантливее и более чувствительный, и более мозговитый. Неужели он, живя со мной 16 лет, не умеет разбираться в людях? Вот как вы думаете? Да, кстати, какой, да, подход. Ну, неужели он хуже меня? Неужели она, ну, имеется в виду в данном случае девочка, не разберется в том, кого можно в дом пригласить, зная позицию мамы, и она всегда очень слушает меня. Она может, ну, сказать, да, нет, но она всегда слушает меня в этом вопросе, вот как другим, хорошо или нехорошо, если вот так вот поступить. Вот. И все, когда до меня дошло, что это просто мой вопрос доверия к ней или недоверия к ней. Я просто вышла, сказала, окей, я тебе доверяю полностью. Доверяю полностью, понимаете, люди, дети, имеется в виду, начинают чувствовать свою колоссальную ответственность за то, что они делают. А если ты начинаешь говорить, делай так, делай вот так, делай вот это не делай, то это люди, вырастают люди, которым всегда нужны внешние авторитеты, которым будут говорить, как надо делать. Их жизни, у них нет укоренения, они не чувствуют опоры под ногами, они не чувствуют уверенности в себе, в правильности своего решения, в том, что они уникумы, что они гениальны в конце-то концов. И в этом самая большая ошибка, на мой взгляд. Моя дочь, это очень хороший вопрос, Катифа, моя дочь сейчас мой главный учитель, потому что она бумерангом возвращает все мои состояния. Вы представляете, командир по жизни вдруг говорит дочери, я тебе полностью доверяю, делай все. Какой путь я прошла за это? Да, да, на самом деле, это эволюция такая.
Если мне что-то не нравится, я имею право сказать. И всегда важно, как вы это будете делать. Если вы с претензией, вот я не святой человек, я могу это вот жестко сказать. Сразу же, в лоб вообще. Не надо водить никого домой. Вот такого характера, да? Вот. Но я знаю, что моя дочь – это мой учитель. Это пришел, вот в семью притягиваются души учителя. Они вас будут учить до тех пор, пока вы чему-то не научитесь. Мамы, папы, дочери, вообще вот все, мужья, все вокруг. Это наши учителя. Ни на какие тренинги личностного роста Не нужны, не да, надо. они рядом всегда, да. Просто послушайте их. Да, в режиме нон-стоп. Если женщина жертва, всегда притянется садист и будет ей так давать в лоб до тех пор, пока она не скажет: ты елки-палки, да ты кто вообще? Почему ты так ведешь себя? Я личность, я требую уважения, и я уважаю прежде всего саму себя. Окей? Айгуль Ханым, а как же тут татарская ментальность наша? Подождите, минуточку. Айгуль Ханым, вам здесь из Казахстана уже передавали привет. Очень много ваших тоже, получается, это поклонницы, можно так даже обозначить наших зрителей. Вопрос вот такой, а как все это, такое слово, да, коррелируется, сопоставляется вот это вот ваш путь, который, да, пришел к результату, к этому выводу, с нашими татарскими традициями воспитания в семье девочки. И вообще, в принципе, вот нельзя захваливать ребенка. Ага, Айгуль, ну вот у нас сегодня такой прыгучий с вами эфир. Ну, потерпим чуть-чуть, заодно посмотрим, что у нас происходит. Так, угу. Ожидаем, Айгуль Ханым. Как только вопрос, сразу же выпрыгивает Айгуль Ханым у нас в интернет, как-то себя шаловливо ведет. Ну что ж, ожидаем нашу гостью. Угу. Очень интересная беседа. Столько сразу же открывается, распаковывается новых вопросов. Айгуль Ханым, как вопрос, я говорю, да, и сразу же вы куда-то улетаете, как наша птица. Так, вы нас слышите? Опять зависла. Вы слышите меня? Да? Сейчас слышно, да, сейчас замечательно, но картиночка, вот, ага, сейчас и картиночка выровнялась. Отлично. Айгуль Ханым, вот такой вопрос. Значит, у меня к вам вопрос, да? Я поняла все. Я слышала просто, да? Отлично. Вопрос. Я просто не знаю, что это за татарские традиции, про которые вы рассказываете. Я не знаю. Я выросла в татарской семье, я не знаю никаких традиций. Может быть, это какие-то в Питере традиции. Вот реально, вот честное слово, я прям без всякого сарказма спрашиваю, что имеется в виду, что не соответствует татарским традициям, и что это за традиции, которым надо следовать? Ну вот смотрите, вот, например, есть такое поверье, что когда ты захваливаешь, да, ребенка, он начинает больше шалить, он как бы становится непослушным, и, ну, как бы в какой-то степени вот есть даже такое вот сглазить, пусть это не по исламу, да, и вообще в принципе, ну вот сглазить, да, вот ребенка, вот говорить, ай, какой он у меня замечательный, хвалиться, и вот как-то вот, и он может попасть в ситуацию паузы, я и так замечательный, не стремиться ни к чему, и все в таком вот, то есть вот не захваливают. Вот наоборот, даже лучше смолчать. Вот есть такое вот наблюдение у меня по татарским семьям, и, в принципе, вот, может быть, среди вашего окружения тоже. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Могу только одно сказать, что это на самом деле, я не отнесу к татарским традициям. Вы уж извините, Катифа, да, я не отнесу. Я скажу, что это советское воспитание. Я вот это отнесу, эту традицию, как вы сказали. Кстати говоря, некоторые национальности, хотя вот я соглашусь, например, да, евреи, например, они совершенно по-другому действуют, товарищи. Их дети вырастают, и как такие, знаете... Нобелевские лауреаты, да. У меня очень много подруг тоже, да, как раз. И меня потрясло. Одна моя подруга, Ирочка, да, она, красивая девушка, но ощущение от нее, что она мега-суперстар. Я вот думаю, откуда это берется? Так выясняется, ее мама ей в детстве говорила, все люди как люди. А у нас Иришка вообще, настолько красиво. И посмотрите, какие у нее ушки красивые.
какой носик у нее красивый, какой ротик красивый и так далее. И человек вырос с ощущением, и конечно, какой умный, да, и дальше по списку Опять кажется. все Ага, ага. лучшие качества, которые в своем ребенке перечислялись Нет, этим детям. вот голос Вот идет, а представь, картиночка, да, что-то она у нас зависает. А у вас прием-то как там? А вот сейчас отлично. Ага, опять. Хорошо. Так. Ага. и я на этом примере вот, ну, удивила ее отношение, Мгм. ценности. Она выросла собственные колоссальные ценности. Так, так, так. Тут что-то опять у нас. Ага. Не в прямом эфире. Уважаемые зрители, это, пожалуй, такой первый эфир с такой прыгучестью. Мы с вами герои, то, что мы вопреки этой ситуации. Я говорю, мы герои, что вопреки этим вот этим прыг-скок, да. Да. Мгм. Я хочу сказать, если вы не будете баловать своих детей, это уже я сейчас как психолог говорю, да? Ага. Я уже говорю как человек, который занимается медитациями, практиками и так далее. Мгм. Я могу одно только сказать. Если вы не будете, как родители, с малых лет баловать, любить своих детей, ну что такое баловать? Это значит подчеркивать те качества, которые вы в нем видите, во-первых, да, лучшие качества. Да? Вы тут просто становитесь очень честными родителями. Вы видите в нем и красоту, вы видите в нем и его достоинство, его потенциал, его ум. То не удивляйтесь, что этому человеку очень трудно будет в жизни жить. Потому что вот это ощущение любви сначала дает мама и папа. Что ты сюда пришел не случайно на эту землю. Что ты имеешь право на жизнь. Что ты можешь жить и реализовываться, как ты хочешь. У тебя гигантский потенциал. Если мы это не будем говорить, то кто это скажет? Ребенок вырастает абсолютно фрустрированным. Потому что никто, даже близкие люди, которые, казалось бы, его любят, никогда ему не говорят, что любят его. Это большой пробел в советском воспитании, и отсюда у нас в России, это не только в Татарии, там, да, для татар характерно, это характерно для нашего воспитания в России. И отсюда у нас так развита, знаете, парадигма мышления страдальческая. Нам надо страдать. Нам надо убиться в страданиях. У нас что узкое. Культ страдания, да. Вот это все переживать нам надо, да? И так далее. Но мы должны с вами понимать, что мы сами творцы этой жизни. Вот, Катифа, мы с вами сами творцы этой жизни. В нас частица Бога. Мы не случайно с вами пришли на эту землю. Мы должны здесь, мы воплотились здесь и должны нечто делать такое, чтобы делать этот мир гораздо более светлым, понимаете? Вот. Более любящим, более радостным. И это только в наших руках. А кто придет нам и поможет? Мама, папа тогда не помогли. Хорошо, сейчас мы сами мама, папа, но мы же можем какую-то площадку базовую создать для своего ребенка. И я не считаю, что эта площадка должна быть в виде денег. Деньги есть, это хорошо. Это, безусловно, тоже поддержка. Я не считаю, что можно перекормить любовью хоть кого-то. Вот я не считаю. Я никогда такого не видела в жизни. Да? Накорми себя любовью сам, и к тебе будут тянуться все люди. Вот в плане отношений даже такое мое замечание. Потому что когда ты любишь себя, от тебя исходит этот свет, свечение, любовь из тебя льется через край. Ты не стоишь вот так вот, подайте мне, полюбите меня кто-нибудь. Ну да, как с милостыней, да, верно. Ага. А вот такой момент. Вот, нет. да, а вот когда мы говорим, раз не случайно, а вот как вы считаете, почему вот вы родились в татарской семье, ваша дочка тоже, и вообще вас, ну как бы вот Татарстан, да, вот стал вот этим вот центром, который вот дал огромное колоссальное количество и талантов, и возможностей, вот и земля татарская, да, будем так говорить, вообще в целом вот все вот эти корневые, родовые моменты. Вот почему именно, и как вы ощущаете в себе вот отличие, разницу, вот именно то, что татарская. И что для вас татарская женщина, татарская девочка? Вот как вы можете раскрыть тему? Скажу так, что люди других национальностей,
если про национальность говорить. Я не очень сильно люблю разделять людей на национальности, скажем так, но люди других национальностей, они почему-то очень ценят татарских женщин. Вот почему-то я прям даже удивляюсь, но многие, когда говоришь, что ты татарка, с каким-то гигантским, не то чтобы уважением, а прям с большим интересом на тебя начинают смотреть и так далее. Но может это касается всех русских женщин. Но так или иначе почему-то считается, что татарки как-то ну, я не могу, не очень хочется нахваливать, потому что все разные есть, да, но очень красивые, не более, а очень красивые. Татарки очень тонкие, да, татарки, как это сказать? Я не знаю, я же не мужчина. Это да? что-то летает вокруг, да, невозможно это сформулировать словами. Как-то вот первый вопрос, на который я не могу ответить. Вы представляете, на все могу ответить. Но на самом деле мне очень-очень лестно, приятно, и я благодарю Бога, что я родилась на татарской земле, что я живу в Казани. Я каждое утро делаю пробежку у нас в Казани, и встаю и говорю: благодарю тебя, Казань, матушка, благодарю тебя, что приняла меня, что питаешь меня соками, что так любишь меня. Земля, матушка, благодарю тебя. В общем, я благодарю вот высшие силы. И Казань для меня, это, конечно, кто не был в Казани, а таких, наверное, вообще редко, да, можно встретить. Да. Приедьте сюда, почувствуйте этот дух. Это совсем, я не могу передать словами, что это такое, но это однозначно ощущение опоры, ощущение такого чего-то сладкого, вот вкусного, абсолютно твоего, как будто здесь душа твоя разворачивается. Я когда приехала из Башкирии в Казань, я влюбилась в этот город, когда была на территории Кремля. Я пришла туда, и я поняла, это мой город. Я сейчас рассказываю, у меня мурашки по телу. Это мой город, я знаю этот город, Кремль. Это ощущение абсолютно родного. Я не знаю, как можно передать, что вот есть, что есть родное для тебя. Это то, что тебя питает. Это то, что тебя вдохновляет. Это то, что с тобой вот по жизни. Если это место не твое, тебя тут будет просто выбрасывать. И, возможно, тоже для кого-то является именно таким городом. Значит, этой душе надо дальше идти и быть в других пространствах. Такое тоже может быть. Но Казань — это просто абсолютно мой город. И, конечно, если вы приедете в Казань, да, вы увидите такое изобилие, об этом все говорят, изобилие очень красивых женщин, очень невероятно. Это мультикультурная национальность, которая присутствует в Татарстане, она дорогого стоит. Это не на всех пространствах даже нашей большой страны увидишь. А из-за этого, мне кажется, мы достаточно дружные люди. И не только татары, да, а вообще вот все национальности, которые, например, проживают в Казани. Ну, может быть, в Питере точно так же. Я вообще не разделяю. Вот поймите меня правильно. Это мои ощущения. А что касается мужчин, они тоже меняются. Они тоже меняются. Принято считать, я сейчас по мужчинам-то скажу два слова, принято считать, что у нас мужчины не так ценят женщин, как это делают, например, мужчины. Ну, я имею в виду те, которые проживают в Татарстане. Это не касается национальности вообще, товарищи. Не касается национальности. Но в Татарстане, где такое обилие, еще раз, да, красивейших женщин, мужчины в какой-то, после 30 перестают следить за собой, очень многие, к сожалению, да. И этот спрос, предложение превышает спрос, что называется, да, становится немножко, ну, как бы ленивый, что ли, в отношении женщин. Расслабляется, да. Трепетного ощущения, что перед тобой женщина, и эта женщина тебе дарит изобилие, она дарует тебе вкус к этой жизни. И как ты к ней относишься, так жизнь будет относиться к тебе. Это очень важный момент. Вот говорят, как к мужчине приходит изобилие. Через женщину. Через женщину. Правильную женщину для тебя. Правильную женщину, которая тебя, ну, не хочется говорить, вдохновляет, там, наполняет, которая просто смотрит на тебя. И ты чувствуешь, что ты просто горы свернешь. И ты чувствуешь, насколько это сладостно жить, Господи. Мы, на самом деле, вдохновляем мужчин, никто другой. Нет ни единого другого какого-то маркера. Источника, да. И поэтому важно, как женщина относится к себе.
И если вот, например, в Татарстане вот такая позиция с мужчинами, я могу сказать, что это мы, женщины, создали такую ситуацию, ну, вот такого отношения, знаете. Этого добра у нас навалом. Так, а если мы говорим, что, да, вот татарская кухня, может быть, здесь как-то корректировать уважаемых наших мужчин через татарскую кухню, чтобы как-то вот, как говорится... Вы задали такой вопрос. Я тут как Шахерезада, ты сказок вам рассказываю, да? Да-да-да, да, точно. Красивый рассказ, я прям чувствую себя Шахерезадой. Вот. Вы задали один из моих любимых вопросов, и на самом деле вот мои практики, которыми я занимаюсь, да, мои рекомендации и так далее, они касаются прежде всего питания. Я не знаю, стоит ли говорить это сейчас вашей аудитории, но просто я всегда рекомендую, во-первых, отказаться от мяса. Я сейчас, наверное, шок, если человек уже упали со стула. Потому что татарам, особенно, especially мужчинам трудно воспринять вот вообще тот факт, что они жить будут без мяса. Что это? А в вашей семье, вот ваш супруг, он без мяса? Вот вы как? Без мяса. И сколько лет уже? Практически 2 года. 2 года. 2 года, ну это тоже героизм. Это нормально. И причем мой супруг, это типичный татарин, да, из той категории, который мясо тазиками ел. Вот он, по-моему, пришел, сейчас я расскажу все. Он сам знает, конечно, мы с ним вместе практиками занимаемся, человек, мы просто, как знаете, родные души. Вот мне показывали прошлой жизни, как мы встретились, да. Вы знаете, и мужчина, и женщина встречаются, чтобы дать урок друг другу. И мне показывали, как в прошлых жизнях мы ненавидели друг друга. И он это видел. В прошлой жизни это не сказка, товарищи, это все существует. И в этой жизни души встретились опять с одной целью, чтобы мы научились благодарить друг друга. Чтобы мы научились любить друг друга. Без претензий, без каких-то ожиданий. Вообще без всего. Хочет есть мясо? Вот Катифа конкретно. Я вообще no вопросов, никаких вопросов. Я не готовлю. То есть, если есть желание кушать мясо, но я его не готовлю. Я не готовлю все равно. На самом деле, когда поженились, мне было 17 лет, и единственная вещь, которую я не люблю делать в своей жизни, это готовить. Я умею готовить, но не люблю это. Бывает же такое. Я делаю только овсянку и только здоровую пищу, которой точно не потолстеешь. Татарскую кухню делает моя мама прекрасно, и моя дочка, как ни странно, великолепно готовит. Но она тоже сейчас отказалась от мяса, представляете, только курицу себе позволяет. Мама, папа, потому что нельзя. Вот. Но я не хочу сейчас развивать тему, почему бы стоит отказаться от мяса. И вот это понятно, что не из-за диеты. Это понятно. Мы не делаем это из-за диеты, из насилия над собой. Да зачем это надо? Делаем только в радости и наслаждении. Есть ли мясо, употреблять ли мясо или нет, это придет через... Я не знаю, Господь сюда вкладывает информацию, что вам нужно делать. Сюда. Вот так это случилось со мной. Я перестала пить алкоголь абсолютно. Хотя, вы знаете, журналист, я тоже, между прочим, журналисты лихие люди, вы знаете. Я, конечно, не курю абсолютно, да. Я очень много занимаюсь спортом и очень много занимаюсь медитациями и практиками. И вот в какой-то момент пришло, что я не хочу мяса. Зачем оно мне? Просто мясо, у него есть, как мы говорим, негативные вибрации, эманации страха, эманации агрессии. Я это в себе, вот не хочу я возвращаться туда, в то болото, из которого вылезла. И питание в этом играет огромную роль. Но, опять же, я замолкаю, потому что это надо осознать. Это может быть шокирует. Это да, это другое уже, да, другая территория, будем так говорить. А вот интересно, вы про Казань так рассказывали вкусно, что я думаю, это было бы великолепным рекламным таким, знаете, вот, роликом, потому что, конечно, кто посещал Казань, они потом прибывают в послевкусие, они потом вспоминают, восхищаются. А вот вы бы, если бы не в Казани жить, в какой бы другой город переехали бы? Или однозначно только живу в Казани? Вот ваше такое вот мнение по этому вопросу. Катифа, это очень хороший вопрос, потому что я была во многих странах. И какое-то время очень уважала Соединенные Штаты. Я там 6 раз училась. По разным программам, то пиар, то телевидение. Почему-то эта страна мне почему-то заходила все время. Они оплачивали там
как журналистам гранты и так далее. С уважением очень относилась к этой стране. Отношусь сейчас, но жить там, ну, не стал. У меня нет пока ответа на ваш вопрос. Возможно, я бы выбрала место где-то рядом с морем. Я очень люблю море. Где-то что-то Испания. В одной из прошлых жизней мне показывали, что я была испанкой. Ну, возможно, Италия. Но я не... И в то же самое время, что-то происходит с Европой. Вы знаете, вот коронавирус показал, как много страхов у европейцев. Да? Какие-то большие блоки там существуют в сознании мощнее, чем даже в России. Я пока не могу ответить на этот вопрос. Очень люблю Казань. Очень люблю Казань. И всегда, когда мне говорят, Казань, такой тяжелый город, ну, в плане менее продвинутый, возможно, да, в чем-то, менее там энергетически насыщенный, достаточно жесткий, может быть, город для кого-то, да, кто-то скажет меркантильный город, что угодно могут сказать. Вот что у людей вот здесь, то они видят, Кто-то на связь, то они да, видят в том пространстве, где шалит живут. связь. Не могу сказать, Казань... Ага. Кто сказал? Казань для меня лучший город, это соки мои. Я здесь питаюсь. Вот я здесь, эту землю я очень люблю. Вообще, если брать, ну, как бы Казань и все события культурные, вот, ну, сейчас, да, потихонечку все, да, моменты будут восстанавливаться, дай бог, иншалла. А вот татарскую музыку слушаете, ходите ли в театр Камалы, вообще вот ваша культурная жизнь, как вы себя пропитываете, вот все, что связано с нашим наследием, литература, как дочка тоже к этому относится? Катифа, я хочу сказать, у меня мама в другом городе живет, Вознакаево. Я хочу сказать, что мы с ней постоянно ходим в театр Камала на спектакли, на комедии, которые там показывают. Это просто, это высочайшие творцы. Это настолько круто, даже если я, к сожалению, вот вы знаете что, я тут сижу, да, татарка, в татарской семье родилась, мои бабушки со мной разговаривали, причем на русском языке. Так получилось, мои бабушки образованные, они и русский хорошо знали, ну, во всяком случае, с маминой стороны, да, вот, но при этом я татарский язык не могу знать очень хорошо, я на нем плохо говорю, я прекрасно понимаю, но у меня какой-то вот, дикий акцент, я уже даже прям сомневаюсь. Я так хотела начать сегодняшний наш эфир словами «Кадерле дуслар», но мне кажется, что кто-то... «Кадерле дуслар», да, дорогие, да. «Кадерле дуслар» смеется. Ну, почему-то так, я не знаю почему. У каждого свои недостатки, это один из моих, окей, я его понимаю, да? Но театр Камала, я могу и наушники надеть, но я не надеваю, потому что я все понимаю, что говорят. Кто будет в Казани? Обязательно бронируйте, дай бог, откроются театры, обязательно театр Камала, и именно, на мой взгляд, комедии. Просто я не люблю драмы, а вот в части комедий, ну, там настолько все тонко, настолько все круто. Вот. Потом я не отношу Татарстан только к жанру, что надо национальное смотреть. У нас великолепный театр оперы и балета, потрясающий. И обязательно, конечно, стоит побывать там. И кроме того, ну что еще могу сказать, да? По части эстрадной культуры, тут еще развиваться и развиваться, конечно. Не знаю, почему-то не принимает моя душа эстраду. Не принимает. Мы не смотрим это вообще. Не смотрим. Иногда переключаемся, чтобы понять, что там происходит. Вот я телевидение отслеживаю, как развивается телевидение, отслеживаю местные каналы. И когда попадаю, что-то, ну, не все. Есть, конечно, ну, красивые экземпляры. Алсу Абульханова имеется в виду, да? Экземпляр но не скажу, что мы фанаты. Что еще могу сказать из национального, что мы обязательно делаем? Мне нравится некоторая одежда, которая здесь продается, очень хорошая, качественная, с орнаментом. Мне нравится татарский орнамент, я очень люблю. Вот. На этом, пожалуй, пока все. Ну что ж, а вот, собственно, когда был период такой, мне рассказывали, вы участвовали в конкурсе песенном, да, вот, и нужно было исполнить на татарском языке песню, и там был такой соревновательный элемент. Вот как вообще с учетом вашего такого, ну, как бы сейчас вот рассказа о том, что татарский он с акцентом, вот как вы смогли эту ситуацию для себя... Да, у нас, кстати, вы знаете, пока вот мы его туда выпрыгивали, залетали, у нас 21 секунда осталась. Что будем делать? Вернемся или... Потому что хотелось бы еще чуть-чуть поговорить, хотя бы минут...
Тогда через 12, ну, как бы он вот сейчас, как знаете, мы в космос, когда вот отправляем, за кем-то следим, там, да, 6. Уважаемые зрители, итак, не получилось нам вместиться в хронометраж 60 минут. Мы продолжаем наш эфир, и ключевые остались вопросы, которые хотелось бы задать нашей уважаемой гости, а именно, как ей удалось победить в конкурсе с татарским исполнителем профессиональным, как она учила на татарском песню, и, конечно же, что ее отношение к Санкт-Петербургу, как часто она здесь бывала, поэтому мы ждем нашу уважаемую гостью. И как раз сейчас время вопросов. Пока мы ее ждем, пожалуйста, напишите, если у вас пожелание что-то у нее уточнить, узнать, потому что она может много, ярко и захватывающе рассказывать. И как вы уже распознали, у нее вот сейчас как раз она к нам присоединилась. Так. Угу. Да. Айгуль Ханум, мы вас ждем. Мы вас ждем. Айгуль Ханум, мы вас ждем. Мы вас ждем не только в прямом эфире, мы вас ждем в Санкт-Петербурге. Как раз скажите, да, скажите, пожалуйста, вообще часто бывали ли в Санкт-Петербурге и когда планируете следующий визит? Или первый визит? В этом прекрасном красивом городе. Давненько не была, и не знаю пока, когда планировать. Я думаю, мне почему-то кажется, что с вашей легкой руки мы там побываем. Вот почему-то мне кажется. Да, мы вас ждем. С какой целью? Но ведь звезды не просто так, понимаешь, случайностей не бывают. И кстати, вы рассказали, что у вас там за фон, почему вы сидите, что у вас сзади, этнические какой-то магазин или что-то? Да. Да. Вот как раз спасибо за этот вопрос, потому что этот эфир впервые мы проводим на дружественной площадке, который 2 годика. 2 годика нашему, он так и называется, музей татарского быта. Его организовали 2 таких инициативных татарина, потому что вот это наше татарское, то, что внутри начинает раскрываться, да, особенно когда вот скучаешь по Казани, вообще скучаешь по родным, это вот, видимо, еще больше звучит в душе, и хочется как-то вот окружить себя, создавать какие-то интересные проекты, инициативы, и вот они решили вот с таким энтузиазмом создать этот музей на платформе, как вы думаете, название у него чудесное, «Дом дружбы» Ленинградской области, который вот, собственно, на своей территории открыл такую, будем говорить, интересную, ну, как бы вот такие интересные зоны, как этномир. То есть ты заходишь к ним на территорию, попадаешь в татарский музей, украинский, да, там, допустим, и все, кто немецкие, польские, вот мини такие вот интересные этнодворы, которые каждая культура, которая хочет себя проявить и которая населяет Ленинградскую область, она вот здесь представлена. И вот, собственно, директор Дома дружбы Владимир Викторович, он гостеприимно нас принял. А если брать уже наших уважаемых 2 татарин, которые вот здесь сделали, я, если вы позволите, сделаю небольшой вот такой вот обзор, ну, как бы, чтобы мы все вместе посмотрели, что здесь есть. Да, вот, ну, как бы вот. 2 уважаемых татарина? К сожалению, нет. Вот один из них, Рустам Хутяшев, он покинул мир, как я говорю, стартанул в мир иной, то есть, да, вот его очень хорошо все знают, вот это его портрет в память о нем, и лучшее место ему в раю, аминь, да, и в принципе, вот если брать уже ситуацию по той организации, которая здесь все это организовывает, это вот Файда, польза, да, вот общественная организация, и ее председатель, вот вместе с Айрат и Рустем, они вместе вот создали вот этот музей на платформе Дома дружбы Ленинградской области. Вот, собственно, этот небольшой достаточно музей, но насыщенный интересными такими артефактами, да, вот, он уже в себя
вместил за 2 года 3000 посетителей, но это, конечно, организовано было нашим вот Домом дружбы по их инициативе, это студенты, почетные гости, а также наши здесь, в Санкт-Петербурге, татарские семьи, узнав об этом таком интересном месте, самобытном месте, где можно чай попить, можно поговорить на татарском, провести какое-то интересное мероприятие, да даже чуть-чуть какую-то сценку разыграть, вот здесь интересная тоже такая площадка есть. Они собрались с семьями и приехали с детишками дошкольного возраста сюда, и вот такая вот тоже была интересная экскурсия у них недавно, 25, не семей, а 25 человек с маленькими детишками здесь, сюда тоже прибывали. Поэтому могу одно сказать, что Санкт-Петербург, он в этом плане очень дружественный, и да, и в частности вот по Ленинградской области есть отдельное такое вот место, такая локация, которая, как кто приезжает сюда, всегда ждем в гости, и мы вот союзный, наш портал Питер Татар и организация общественная «Файда», польза, да, что переводится, вот такую пользу они нам дают вот здесь, поэтому как только приедете в Санкт-Петербург, пожалуйста, будем рады также здесь чай попить чак-чаком, вот, и посмотрите тоже. Я, кстати говоря, вспомнила, что я еще люблю из национального, именно татарского, это украшения. Да. Это серебряные украшения, у меня есть винтажные разные украшения, и надо было сегодня надеть на эфир. Но я немножко в другом винтажном украшении. Очень люблю украшения. Это тоже же национальная черта, потому что все татарочки, да, носили вот там, как это называется, маниста, да, по-моему, называется. Да. Волосы вплетались. В общем, вот эта страсть у меня, она прям очевидная совершенно. Я помню, что я бабушке все время заплетала волосы. Вот это вот воспоминание у меня осталось. Вот волосы черные, красивые какие-то украшения. Это, ну, то есть через бабушку вот передавалось, да. Вот. А вот этот вот конкурс, про который мы как раз начали говорить, и вот хотелось бы вот, ну, вот на этой такой вот ноте, вот такой торжественной, когда вот произошло вот такое вот событие в вашей жизни, вас пригласили, поподробнее расскажите. То есть вы же не певица, не профессиональная, и вдруг вот это вот... Да. Угу. Это что за конкурс? Он как проходит? Что музыканты все это вот в Татарстане, в Казани, да, вот на главной площадке, где это вот? Да, это популярная площадка на самом деле, Татар Жире называется, и они проводили раньше, во всяком случае, такой конкурс Ике Йолдос. И, значит, одна Йолдос из этих самых Ике, это популярная звезда, которая выступает на сцене, а вторая Йолдос это человек из любой другой сферы жизни, очень популярный, соответственно, в Татарстане, да, и моим партнером стал Айдар Галимов. Ну, это мегастар, это мегастар, я думаю, любой, да, татарин знает его песни и поет с красивейшим голосом, и причем он живет сам в Уфе, но это не важно, на самом деле, мы все здесь рядом, мы все татары, мы все рядом. Вот, Питер, Уфа, Казань, Нью-Йорк, все наши. Вот. И я хочу сказать, что для меня это было, конечно, ну, таким вызовом, с моим акцентом. Но я сказала себе, а я люблю вызовы, понимаете, вот такой человек. Я сказала, я это сделала. 1,5 месяца нам дали на подготовку. При том, что я не пою, не разговариваю на татарском языке в нужной степени. И вы представляете, вот я такая согласилась участвовать в этом конкурсе. Моя подруга Гузеля Абульханова, это дочь известного композитора Шамиля Шарифуллина. Я к ней бросилась, говорю, научи меня петь, у тебя есть 1,5 месяца. Она сказала, хорошо. Научила меня, как могла. Она великолепный концертмейстер, но вот она еще обучает других людей, значит, музыке. Тут я свалилась в нее. С шуткой, прибауткой, да, и так и сяк, она мне ставила голос и так далее, учила дышать лоном тоже, да, дышать грудью, дышать животом. В общем, это адский труд, товарищи, быть, оказывается, певцом. Да, это кажется красиво, что вышел, спел, а оказывается там, да, и физкультура, там много всего, да, оригинального. И второй момент, это мой акцент. И в этом мне помогла уже очень известная диктора с татарского телевидения, еще
тех времен, а мне вот ключевые слова в этой нашей песне, во всяком случае, она мне вот, ну, как-то смягчала мой этот акцент, смягчала произношение, говорила, как произносить и все такое. Я ей очень благодарна тоже. Вот эти два человека мне помогли. Ну, с Гузель мы встречались, соответственно, чаще. И Айдара не было вообще, то есть мы с ним вообще не репетировали даже. И представляете, на сцену мы вышли, буквально вот он приехал, и мне сказали, вас ждет Айдар Галимов. Повели меня к звезде, в гримерку. Я стою, я все как полагается, здесь шиньон. Ну, не шиньон, но во всяком случае, как-то погуще там все смотрела. Татарское что-то было на вас? И украшения, костюм, что татарское было? Татарского ничего, надо было быть современным, но петь татарское. Вот. И песня была великолепная, красивая. Слушай, не спою сейчас, ладно, не буду. Можно посмотреть, Айгуль Мирзаянова и Айдар Галимов исполняют эту песню. Фурор был невероятный, вы знаете, все мои друзья посмотрели, и все как-то так очень здорово отзывались о том, как мы выступали. Ну, конечно, потому что мы же под фанер-то, собственно, выступали. Но если бы я вживую, товарищи, я бы не смогла. Айдар-то, конечно, может и вживую, безусловно. Но я, пощадите, второй Юлдус-то. Вторая Юлдус-то красивая надела. Серьги, значит, ну как полагать, платье специально было сшито местным казанским дизайнером. Прическа была сделана лучшим топ-стилистом Казани, да. В общем, подготовилась я не на шутку в этом. И все. Я захожу к Айдару и говорю, так, а как мы будем выступать? Мы ни разу ну даже вот, ну спевка же должна быть хоть какая-то, да. А тут просто я его впервые вижу, и нам через 5 минут выходить на сцену. Вот так вот это бывает. И снимает телевидение. Моя мама пригласила. 900 человек народу сидят, смотрят на все это. Представляете? Браво. Он говорит, ну вот так вот встанем, и вот так вот, значит, будем петь. Я говорю, нет, я буду вот так еще двигаться, показываю я ему. Он на меня смотрит и говорит, так, что же я раньше не приехал? В общем, благодаря ему, он очень классный специалист и, безусловно, знает, как поддержать партнера, тем более такого, который первый раз вообще на сцене. И мы так красиво смотрелись, вы знаете, как Альбану и Рамину Пауэр в 10-х годах, которые пели песню «Певичита». «Певичита», вот примерно так же мы. Но песня просто сама по себе роскошная, роскошная. Тут ее не спеть. И вот так я, значит, руку к сердцу прикладывала, и вдали, значит, руку простирала, и к Айдару тоже. Ну, все мои таланты... Всю любовь к Татарстану, да, и к татарскому, да, проявили. Проявила большое уважение, в тот день отдалась полностью вообще. Ну, в общем, это был такой опыт, и я благодарна. На самом деле, всегда надо рисковать. В этой жизни всегда надо рисковать. Господь послал этот шанс. Берем. Берем. Если не надо, если это не Господь послал, как говорится, да, а что-то какое-то, ну, не ваше, оно вообще само по себе из вашей жизни хлоп и уйдет. Вообще вас ни с чем оставит. Так что можно жить, ну, как вам сказать, можно жить без излишнего тремора, без излишней тревожности на тему «моё, не моё, а надо, а не надо, могу ли я, хочу ли я». Да делай просто и все. Слушай, если не твое, оно не получится, оно уйдет из твоей жизни. Вот. Но мне понравилось, что критики не было совсем тогда, в тот момент, несмотря, я говорю, на этот акцент, несмотря на все, вот сделали и все, и получилось круто, вот потрясающе. Здорово. А вот после вот этого, будем говорить, эксперимента захотелось ли продолжить уже певческую, вот, и вообще вот как-то себя реализовывать? Телевидение же, можно, и актерское мастерство, потому что же в этом плане же кинематограф, вот как-то себя рассматривали в этом качестве, вот, ну как-то дальше, да, вот, потому что все это творчество, оно как бы в вас бурлит, все это вот достаточно, ну, здорово, такая была звезда у нас еще и кинематографа, вот как-то вы в эту сторону поглядывали? Вот вы знаете, Катифа, как тут ответить вот так, чтобы, да? Вот я как-то смотрела интервью с одним очень акбарсовским хорошим спортсменом, хоккеистом, и журналист сидит тоже, видимо, испытывает симпатию к этому спортсмену, и говорит, слушайте, Дмитрий, а почему вы в НХЛ не играете? Дмитрий такой посмотрел на журналиста и говорит, так не берут. У меня такая ситуация. Я бы, может быть, и рассмотрела, но почему-то пока Господь вот, ну, не прислал мне таких предложений. Ну, то есть, получается, да, это же попутного ветра, да? То есть будет, если, да, вот такой ветер перемен, то почему бы и нет?
да, как-то это не совсем может быть то, что 100% я хочу куда-то туда рваться, потому что в плане телевидения, в плане того, чтобы быть на виду, в плане того, чтобы быть, не знаю, как вам сказать, да, нести через себя новости, нести через себя информацию, роль, что-то, как-то я в этой части реализовалась. Однако я никогда не закрываю дорогу для чего-то нового. Жизнь продолжается, и нас ждет масса всего интересного. То, чем я занимаюсь сейчас, меня вообще представляет так. Вчера нумеролог мне рассказала по моей дате рождения, нумеролог рассказала, это то, для чего вы пришли в эту жизнь. Так что вот в данный момент я делаю то, для чего пришла в эту жизнь. Но если это совмещать еще и... вот почему бы не стать киноактрисой? Я открыта для всего. Может быть, сейчас какой-то режиссер, который скажет, так. Интересно, да. Я никогда не закрываю себе пути, вообще, ни в чем, никогда. Великолепно. Ну что ж, и теперь вот такой вот момент, вот эстафета преемственности, ваша дочка, хотелось бы вот, как я поняла, у вас такая достаточно искренняя вот эта связь, добрая связь с вашей бабушкой, вот получается, ну как бы ваша дочка, вот она какая, как вы или она другая, вот она какие-то моменты взяла от мамы, вот что вы чувствуете в ней, вот как она вот планирует в дальнейшем, вот, ну все-таки нести вот это, будем говорить, знамя нашего татарского, вот это вот достояние татарской женщины, вот то, что всех начинает восхищать, когда мы куда-то попадаем. Вот что вы в ней, тем более она говорит на чистом татарском, как так удалось, что вы не говорите? Вот как в вашей семье это сложилось? С моей дочкой бабушка разговаривала постоянно. Ага. Я разговаривала на татарском. Да, в моей семье на татарском не разговаривали по той причине, что тогда были гонения на татарский язык. В тот момент я еще родилась, когда были гонения на татарский язык, и до 3 лет я разговаривала только, аж можно тогда, да, 2 слова об этом? Да, конечно. До 3 лет только на татарском языке. И когда моя мама привела меня в Башкирию в детский сад, ей сказали, ваш ребенок недоразвитый, он не может говорить на русском языке. И моя мама, которая сама из деревни, из глубинки, и она помнит, как поступала в Казанский химико-технологический университет, и как ей не хватало знания русского языка, чтобы объяснить, что такое пестики-тычинки, но по биологии она поступала. Ну да. И она намучилась просто ужасно в свое время, потому что она не знала, не обучалась русскому языку. И тут она, у нее ребенок, и ей говорят, ваш ребенок недоразвит, он не умеет говорить на татарском языке. Когда моя мама сказала, она будет знать русский язык лучше, чем русский. И в тот момент, ну, видимо, что-то произошло, видимо, так надо было. В тот момент как-то в нашей семье меньше говорили на татарском, но очень хорошо говорили на русском языке. Во всяком случае, вот, даже на русском языке я вела и программы, да, вот. Но, тем не менее, я же слушала всегда радио, я смотрела телевидение, и всегда в нашей семье включали радио с песнями татарскими, поэтому я вот, ну, хорошо знаю это творчество. Но даже моя бабушка, вот я же говорила, тоже на русском языке со мной старалась разговаривать, вот, как-то смешно было, но это было. Вот. Алиса, видимо, дар. Вот есть же такой дар, она умеет готовить, она прекрасно по-татарски шпарит, вообще и с бабушкой и так далее. Она может на каком угодно, она английский великолепно знает. И у нее вот звук, ну, то есть она очень хорошо улавливает звуки. Как она будет нести знамя татарской женщины, понятия не имею, лишь бы была счастлива. У меня одно направление в жизни, чтобы она была счастлива и чтобы она получала от этой жизни огромное удовольствие, потому что мы пришли в эту жизнь еще раз радоваться, наслаждаться, чтобы воплотились все ее, прям самые смелые мечты. Вот у меня такое напутствие всегда к ней, вот именно с этой точки зрения. И тогда, она так же, как и вы. Когда человек будет максимально собой доволен, собой удовлетворен, себе радоваться, жизни радоваться, тогда находится ровно такой же спутник, который не жилой тянет, да? Знаете как, на любую нашу эманацию, на вибрации притягивается мужчина, притягивается вторая половина, которая нам подтвердит. Если ты не уверен в себе, притянется человек, который будет давить в эту мозоль, давить тебя до тех пор, пока ты не зауважаешь себя. И так далее. А если ты уверен в себе, притянется ровно такой партнер. Ровно. Это важнейшая вещь, и поэтому для меня самое главное, чтобы она чувствовала себя значимым человеком на этой земле, что ее душа воплотилась здесь для того, чтобы нести свет,
нести любовь, нести радость, нести ощущение жизни. Жизни, понимаете? Вот что такое я люблю в принципе. Ой, я вам Ну что ж, наговорила, так много. да, Игорь Ханум, дело в том, что, ну, как бы вот, вот этот момент, он трепетный, да, вот какую мы эстафету передаем нашему юному поколению, когда вы говорите про вашу замечательную дочурку, что она и на татарском замечательно говорит, и может приготовить татарское блюдо, она, как я понимаю, Наташа, как и мама, любит Казань, и, соответственно, все, что с этой культурой связано, раз все это пропитано в вашей семье, поэтому все ваши слова, вот именно, чтобы она была счастлива. Правда, вот я думаю, что вот на этой ноте замечательной мы вас будем звать, еще раз приглашать сюда, в Санкт-Петербург. Будем рады вас видеть. Пожалуйста, как все эти моменты закончатся, приезжайте. Тоже здесь проведем беседы, ряд встреч. У нас очень много очень таких талантливейших людей и очень искренних тоже, с ангельской вот этой вот энергии. Поэтому, я думаю, тоже какие-то коллаборации совместные возможны. И, конечно же, обнимите за нас всех Казань, мы по ней скучаем, через вас пропитались сегодняшними вот этими вот, будем говорить, настроениями, и как будет возможность, посетим ее, нашу красавицу, и ваше пожелание, ваше напутствие, вот, ну, как бы, в принципе, для дочери, а что вы можете сказать, ну, как бы, нашей большой и огромной татарской семье, потому что в ней есть и, ну, как бы, отдельно, да, вот наша татарская, вот, женская линия, и вообще, вот, ну, как бы, мужчины, вот, и нас смотрят, на самом деле, по всему миру, потому что мы наши видео выкладываем в YouTube, и там, вы знаете, и, Полине Акалфака, она у нас достаточно мощная организация, и Всемирный конгресс татар, он всемирный, и это мощнейшая организация, которая соединяет нас, татар, по всему миру. Поэтому вот что вы можете пожелать нашей большой, огромной татарской семье? Скажите, пожалуйста. Каждому персонально и всем вместе. Всем вам, каждому, кто смотрит, каждому, кто будет смотреть, каждому, кто не смотрит, себе лично. Всегда я желаю три вещи, 3 момента. Я желаю света, свет в душе. Я желаю любви, и я желаю процветания. Вот эти три составляющие, этого достаточно для того, чтобы прожить жизнь достойно. Для того, чтобы здесь оставить после себя след. Если ты каждому человеку, даже если этот человек не очень-то, может быть, хорошо с тобой резонирует и относится к тебе, да? Если ты каждому человеку просто закроешь глаза и пошлешь свет и любовь, и прям ты видишь, как вообще этот свет наполняет его. Если ты каждому человеку пошлешь в ответ, возможно, на его жалобы, возможно, ну, разные люди попадаются, да, на его какие-то болезненные ситуации, мы тоже этим можем видеть, на болезни его. Если ты ему пошлешь свет и любовь, ты сделаешь невероятное великое дело вообще для человечества в целом, для себя лично и для этого человека. Вот в этом быть более щедрым друг к другу, товарищи, наступили новые времена. Щедрость просто льется из нас, и щедрость к нам возвращается. Вот почему свет, любовь, процветание я желаю каждому, кто смотрит этот эфир, и каждому, кто сейчас живет с нами на земле, проходит эти непростые времена, которые на самом деле вскрывают нас самое лучшее и позволяют негативу уходить из нашей жизни. Всех люблю с любовью, с благодарностью. Катифа Ханум, к вам. Вам лично желаю света, любви, процветания, великолепной личной жизни, спутника жизни, который будет так же хорошо к вам относиться, как вы сама к себе. И, конечно, к нему тоже, к детям. Благодарю за этот прекрасный эфир. Я получила очень много вдохновения. Я получила как-то очень много душевной щедрости и теплоты от вас. Это так здорово. Я даже не ожидала, что вот такой эфир, да, который в рамках, казалось бы, одной национальности. Нет, мы говорим о мультинациональных каких-то вещах. Мы говорим в целом не о разъединении, а о объединении Земли и людей в целом. Это очень здорово. Занимаюсь великим делом. Благодарю вас.
Благодарим вас, что были с нами, подарили нам столько всего. Вы знаете, у меня вот эти вот мускулы, вот эти вот, я весь эфир улыбаюсь, и вот эта внутренняя радость, она у меня на внешней, поэтому вы наше солнце. Я благодарю вас за то, что Благодарю вас. вот этот вечер, да, и вот это то, что моя улыбка продлили жизнь, как говорится, на долгие-долгие годы. Процветания также желаю, да, и вот этот вот путь, который вы выбрали, вот этой эволюции, да, вашего духовного роста, чтобы он вас еще больше наполнял, и вот это поточное состояние не покидало вас и притягивало еще много-много интересных, знаменательных, ярких, сочных событий. Аминь. И будем тогда дружить к домам, ждем вас в гости с нами, уважаемые наши зрители, кто сейчас с нами, кто будет. Да, благодарим. Тоже ждем и обязательно побываем в Казанском Кремле, сделаем фотоотчет. И всех вообще, кто может присоединиться к вам, прекрасная идея, всех ждем здесь. Пропитаться отлично, этим все. духом, да? Пропитаться этим Да, духом. да. Это просто Да, да. потрясающе. Да, все, намерение сделали, да, хорошо. Ну что ж, договорились. Итак, с нами была великолепная, блистательная Айгуль Мирзаянова. Благодарим. Процветания. Благодарю. Аминь. До свидания. Да. До свидания.